Добрый день, друзья! Это проект «Мы вам покажем», и сегодня мы в гостях у Нургуяны Гермогеновой. Нургуяна Гермогенова домохозяйка и делает прекрасные, потрясающие, красивые чехлы из пергамента. И сегодня мы вам покажем, как смастерить такой чехол своими руками. Нургуяна, что нам понадобится для вот такой работы? Всем привет! Меня зовут Нургуяна, я многодетная мать и домохозяйка, да? Для этого нам потребуется обычная коробка, пергаментная бумага, горячий клей, и ножницы. Все. Это все, что необходимо, да? Да? И воображение. Про каркас-то у нас получается коробка из Валберес, мягкая. Она должна была мягкая. Коробка из картона, да? Да, обычного? обычный картон. Коробка должна быть мягкой, чтобы она была податливой, чтобы какие-то формы делать, да? То есть такая немножко проверенная временем, которая постояла чуть-чуть, да? Да. И потом берем, делаем основу, каркас, как вам удобно. Можно вот так сделать или с горловиной сделать. Также плетем из пергамента косичку, обычная косичка. Пергамент продается в любом магазине, в любом хозмаркете. Надо брать больше 30 метров. На один такой где-то уходит 15-20 метров. Когда начинаем плести, надо делать зауженный. Начало у нас должно быть узенькое, да, по диаметру. А это для чего нужно? Для того, чтобы все красиво смотрелось. Так, как вообще вот эта идея родилась? Вы где-то увидели, может? Вот эту такую я не видела, но перед Новым годом я делала юбки для елки, под елку. Это, то есть под основание елки, да, юбочка. То есть принцип тот же самый, да? Да, принцип тот же самый. Потом я подумала, я участвовала в марафоне уюта этой весной, и мне надо было придумать что-то, какой-то мастер-класс. Я вот подумала, почему бы не сделать для бутыля таким же способом. То есть на тот момент юбки вы уже делали активно, да? Да. А потом возник вот этот марафон. А что за марафон? Немножко расскажите. Марафон уюта там, где девушки собираются. Те люди, которые собираются, занимаются рукоделием, что-то мастерят, что-то творят, создают уют вокруг себя дома, да? Вот. Меня туда пригласили стать спикером. Я с радостью туда согласилась. Тоже волновалась очень сильно. Было очень классно там поучаствовать. И возможности, да, дает такие мероприятия, скажем. В общем, нам надо все вот это склеить до горловины. У меня прямо восторг вызывает вот вообще сама идея, да, как оказывается здорово можно скрыть какие-то такие раздражающие, небольшие, но раздражающие маленькие моменты, да, как бутыль. И таким же способом можно сделать и корзинки, и юбки, вот для бутыля, да, и для пикника хочу еще сделать. Вот эти вот корзинки классные. То есть, по сути, можно что угодно вот так вот красиво задекорировать. Да. И я еще пока не умею плести вот эти вот из ротанга, наверное, да? Из ротанга. Точно. Я еще не умею, но зато это умею. Да? Всему, как говорится, время, да? То есть все когда-то в первый раз можно попробовать, освоить. Это, кстати, моя тоже давняя мечта научиться плести из ротанга. Пока ее не удалось осуществить. Надеюсь, что в будущем. Очень красиво получается. Вот тут, наверное, можно, да, поприжать. Что у нас уже вот этот идет, да? Верхушка пошла, Верхушка пошла.
Ну, а так вообще, помимо вот этого плетения, да, вот этой идеи, еще какое-то вот есть увлечение именно, да, рукоделие, что-то такое? Вот рукоделием я вот начинаю заниматься только что, скажем, с весны только. До этого у нас с мужем была столярная мастерская. Мы делали столы, стулья, кровати, шкафы и всякое разное. Мебель, да? Мебель, ага, домашняя мебель. Существовали 5 лет. Потом, ну, как и все, короче, мы выгорели. Устали. Ага, Бывает. Ну, уже перерыв у нас вот большой. Ну, вот для себя только делаем. На заказы уже Пока не берем. для себя, для души, да? Ага. Ну, я очень долго за сыном присматривала, за младшим. Ну, декрет, да? Угу. Точно, этот декрет. Это декрет. Потом, получается, вот с весны я начала заниматься рукоделием. Вот такие вот из пергамента, что-то пошить, что-то Вот недавно сделала эти украшения якутские, трендовые, да? Ярмарка мастеров в Кружале была, там поучаствовала. Ну, очень понравилось. Почти все сделанные украшения пошли на продажу, чему я очень рада. Класс, да. Это не может не радовать, да? Да. Когда есть спрос, есть успех. Ну да. Не могу сидеть без дела. Мне надо что-то делать все время. Там. Готовить, стирать. И не могу лежать так, просто так. Иногда бывает, устаешь, ну полежишь там 1-2 денечка, да? Потом вот это вот все начинается. Надо действовать. Хочется суеты. Да. Хочется суеты. Еще обожаем ездить на природу с семьей, участвовать в всякие конкурсы, ну как-то разнообразить, да, этот жизнь. Да. Вообще. У вас семья большая? Да, у нас 3 сыновей, и мы с мужем, да? Нас 5 получается уже. Старшему сыну уже 14, среднему 12, младшему 7 лет. Вот так и живем. Папа у нас работает, целыми днями я дома. Ну вы у нас, получается, мама мальчишек прям, да? Чем вот ребята увлекаются? Ребята увлекались, скажем, вольной борьбой, легкой атлетикой, робототехникой. Спорт. Чем, по возрасту, чем им нравится. Там стараюсь их отвозить, привозить, тоже работа. С мальчишками вот ездим на рыбалку, на зимнюю рыбалку в этом году открыли. Класс. Очень круто. Ну, летом и зимой, да? Всегда в природе. Обожаем природу, обожаем походы. Вот. Мы каждый год к нему готовимся. Это уже ваша традиция, Да. такая семейная. Уже начиная с 23 февраля мы уже начинаем выходить в природу. А в среднем сколько времени требуется на изготовление вот такого Ну, чехла? если вообще не торопясь, на лайте делать, 3 дня. Это так. Между готовкой и уборкой за детьми последить, да? Совмещая, да, Да, с совмещая. бытовыми какими-то делами. Ага. 3 дня, и у вас вот такой вот красивый чехол. Ну, если поторопиться, можно и за день сделать, в принципе. Целый день, если посидеть. Для тех, кто не хочет ждать, да? Да. Может просто выделить день. Ага. Можно выделить день и целый день заниматься им. Ну, мне нравится в том, что она меня успокаивает, Это очень отвлекает. некая медитация. Да, отвлекает от бытовых дел, повседневных дел, проблем. Сидишь, плетешь, смотришь фильмы, сериалы. Да, работа, она вот эта ручная, она такая, как некая терапия, мне кажется. А так, в целом, такой ведь чехол еще и можно, наверное, чем-то на свой вкус, да, задекорировать, если Да, есть желание. конечно. Все
все что угодно, все что на душе. Все, к чему лежит душа. Ага, да. Почти заканчиваем, да? Вот уже осталась горловина. Угу. Чуть-чуть. Горловина у нас будет также перекрываться или как-то... Да, вот так перекроем. Ну, сейчас мы остановимся. Тут нужен материал закрыть. Вот это вот. Не ткань, красоту. да? Здесь будет ткань. Не красоту, чтобы было еще красивее, да? Так, берем обычный ткань. Угу. Где-то, например, в глаз-то 10 сантиметров. Надо это хлопок, да? Да, хлопок обычный. Тот, который подходит под наш. Да. Берем и закрываем вот эту вот штуку. Надо покороче сделать. Такой некий воротничок получается. Да, воротничок. Ну, заранее можно его пришить аккуратненько, пройтись оверлоком, да? Это уже для отдельного ряда перфекционистов, да? Да. Прям, чтобы было идеально. Если идеально, можно заранее подшить, да, края, чтобы они не были ворсистые, да, такие? Ну да. Ну, я не перфекционист, к счастью. Не страдаем. Не страдаем. Вот это надо приклеить. Ткань тоже на Да. клеевой, да? Да. Сейчас, если мы сверху приклеим, то они будут, вот это неустойчиво будет клеиться. Зафиксировать, чтобы зафиксировать ткань, мы, получается, под нее на картонку наносим клей и прижимаем. Ну, с клеем тоже надо работать аккуратно, потому что он супер горячий. Уже несколько раз обожглась об него. Бывает, конечно, да. Надо аккуратно все делать. Снаружи можно приклеить как угодно, потом изнутри мы его подтянем, исправим, чтобы не было этих морщин. Складочек. Складочка, ага, вот именно. Горячего клея где-то вот упаковок, ну, в хозмаркете, да, продаются упаковок. Сколько потребуется? Это уходит 3 упаковки. 3 упаковки на вот чехол. Ага. Ну, 15 стержней, грубо говоря. Вот таких вот 15 стержней, да? Ага. Пергамент, он сколько? В оптовом магазине, да, стоит около 500 рублей. Ну, 470, это так было. От рулона уходит где-то половина рулона, скажем, да? Это половина рулона на одну работу. От 100 метров. Ну, даже не половина, а где-то около 30 метров. То есть еще остаток. Да, еще остаток, и можно готовить даже дальше, выпекать. Можно выпекать уже по назначению. Да. Если даже можно дальше что-то творить, да? Или, да, можете еще какой-то небольшой чехольчик, если хотите что-то маленькое скрыть. То есть получается, что можно же и поменьше, и побольше разных размеров изделия. И завершающий круг. Финальный. Нам надо будет тут примерить. Верно. Можно отрезать, да? Отрезать, ага. Отрезаем. Отрезаем и
расплетаем. Обратно. Где-то сантиметров 15. Вот можно показать, да, поближе, ну, то есть так приподнять веревку, что мы конец распустили. И заново плетем, чтобы потуже и... То есть как в начале, да? Как в начале. Чтобы она заузилась, да, косичка? Да. Вообще удивляюсь, у меня все мальчики, и я умею плести. Ну, плести, вот я тоже умею, но вот у меня была дочка, а вот красивые прически делать я так и не научилась. Да. Косичка, все. Можно потянуть, чтобы он был еще заужен. Ага. Он тогда немножко фиксируется, принимает эту форму, да, как будто? Ну, пергамент он такой он как... Податливый. Да, податливый, как веревка. Оказывается. Кто бы знал. Кто бы знал. Так. И завершающий этап. Я еще хотела сказать, когда выбираем пергамент, надо брать без силикона. Ой, осторожно. Без силикона. То есть пергамент, он там в составе бумаги, получается, Да, бывают силиконы. есть силиконовые, а силиконовые, они быстро распадаются. Ну, горячий клей его не держит, потому что силикон на силиконе получается. Да, действительно. Вообще, вот китайцы молодцы, да, горячий клей придумали. Точно. Каждый раз удивляюсь, что бы я делала Где без бы мы тебя? были без вас? Все клеит. Обожаю этот горячий пистолет. Везде пользуюсь. В быту незаменим. Да. Вообще. Что-то мы раньше этого ли, да? Ничего. Но выглядит очень эстетично. Вырезаем под углом. И завершающий. Может, мы бы показали? Не заклеивайте. Может, покажем финал? Или так тоже нормально? Или вот. Все. Надо подождать, чтобы он Зафиксировать, да, зафиксировался. наверное? Чтобы схватился. Друзья, смотрите, вот такой невероятной красоты эстетичный чехол для бутыля можно соорудить за какие-то 3 дня. Да. А если посвятить этому все свободное время, то и вообще за 1 день можно собрать. Спасибо, Нургуяна. Было очень, мне кажется, познавательно. Ну а мы с вами не прощаемся. До новых встреч. До свидания.